Белебеевский район, Республика Башкортостан. Расположен этот муниципалитет в 180 километрах к юго-западу от Уфы. Граничит с Туймазинским, Еремикиевским, Бишбулякским, Альшевским, Давлекановским и Буздякским районами региона. В недрах Белебеевского района есть запасы нефти, известняков, песка, песчано-гравийной смеси, кирпичного сырья. Основные направления деятельности – сельское хозяйство и промышленность. В 1971 году в Белебеевском районе начал работать завод «Автонормаль», в народе больше известный как «Белзан». Благодаря высоким темпам развития этого предприятия Белебеев в короткие сроки стал значимой частью машиностроительного комплекса страны. Современный Белебеевский завод «Автонормаль» выпускает каждую третью деталь автокрепежа в России. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Ради Фаридович, Андрей Геннадьевич, Сам Хамидович, Александр Николаевич, рады приветствовать вас на территории Белебеевского завода «Автонормаль». Хочу немного рассказать о предприятии. Группа компаний «Белзан» в следующем году отмечает 50-летие. Основная продукция – это автомобильный крепеж. Завод создавался как смежник АвтоВАЗа и КАМАЗа. Но мир не стоит на месте, поэтому мы развиваемся в соответствии с современными требованиями. Одно из направлений, которое мы освоили, это обычный машиностроительный строительный крепеж и дорожный крепеж. В частности, из этих болтов в том числе принимал участие на строительстве ковид-госпиталя в Уфе. Также мы освоили дорожный крепеж, и в рамках развития дорожной сети, как в стране, так и в республике, мы готовы поставлять этот крепеж в необходимых количествах. Объем крепежа составляет порядка 400 тонн в месяц, при необходимости можем нарастить. Но это самый простой вид крепежа, скажем так, абсолютно для нас не проблемный, поэтому я предлагаю на этом сильно не останавливаться и пройти дальше по территории. Я бы просил на этом участке сместить немножко технологический перерыв, чтобы было удобнее разговаривать, потому что цех громкий. Основная технология – это холодная объемная штамповка, которая подразумевает постоянные удары. Для сведения, на этот месяц план у нас 132 миллиона изделий. Это значит, что 132 миллиона станки должны ударить в месяц. Это 26 миллионов в сутки. Прошу сюда. Мы сейчас находимся на участке сложного крепежа. И я попрошу здесь рассказать немножко про нашу номенклатуру. Здесь немножко потише. Завод у нас большой, представляет собой в основном это корпус 150 тысяч квадратов. К сожалению, из-за недостатка времени, я вам покажу процентов 20, не больше, но постараюсь рассказать о том, что у нас есть. Это наш основной автомобильный крепеж. Номенклатура составляет больше 300,5 тысяч штук. Если там на том класс прочности был в основном 5,8, то здесь 10,8, 10,9, 12,9, 14,9. Это в том числе очень высокопрочный сложный крепеж. К примеру, посмотрите. Мы сейчас осваиваем новые болты на двигатель Тибет для КАМАЗа. У него класс прочности уже 14,9, и КАМАЗ хочет двигатель сделать 1 000 000 километров. Мы готовы с ним участвовать. В том числе мы участвуем в программе, которая на уровне Минпромторга, на уровне Маргинского металлургического комбината и с КАМАЗом, по созданию новых видов стали. Потому что сейчас это импортные стали, они дорогие, зависит от валюты, плюс они очень легированные. Завод идет по направлению расширения на иномарки. У меня на столе лежит подписанное соглашение, контракт с Volkswagen. Я готов буду вам его продемонстрировать. Мы уже освоили Volkswagen. И обратите внимание, какие крепежи. То есть универсальный болт. Его можно как заворачивать и наружным, так и внутренним под торкс. Соответственно, повышенный класс точности и покрытие цинк-ламель. Мы на него, к сожалению, не успеем подать, просто далеко. Это покрытие обеспечивает 480 часов коррозионной стойкости. Как обычно все время наши ругают. Российские автомобили ржавеют, а иномарки нет. Они изначально закладывают в КД повышенную коррозионную стойкость. Одно из видов покрытия – это цинк-ламель. Видите, даже по сборе сразу идет колесный болт сразу с шайбой.
И следующее направление, еще покрытие цинк-никель. Такого в России еще нету. Мы хотим на следующий год вложиться тоже в это покрытие. Это требование все современное. У вас цинкование здесь делается, да? Да, вот смотрите, вот все виды покрытия. Смотрите, сколько у нас видов покрытий. А это никель, да? Это цинк-никель покрытие. Вот это обеспечивает до 1000 часов коррозионной стойкости. Вот это покрытие у нас пока нет, но мы хотим вложиться. В качестве примера могу сказать, что вот конкретно вот на этом станке сейчас идет переналадка. Закончили программу по фольксвагенскому болту, пересаживаемся, переходим на реновский. Идет смена остаски. Это современное оборудование. Таких станков у нас всего 2. Это 6-позиционные, которые позволяют за 6 переходов получить самый сложный крепеж. Это новое направление. Мир как бы уже давно делает. Такие станки стоят порядка 30-40 миллионов рублей, но они себя оправдывают. 100-110 ударов в минуту. Металл, который вы там видите, мы покупаем порядка 3000 тонн в месяц, в том числе в Башкирии, в Башкортостане, на Белорецком металлургическом комбинате. Идет подготовка металла на целой линии по подготовке фосфатирования, по отжигу. То есть мы имеем замкнутый полностью технологический цикл. Но, к сожалению, то оборудование, которое вы здесь видите, это не на всем заводе. Вот 50 лет, как я сказал, в следующем году будет юбилей. Но вот это оборудование, которое было при освоении. Вы знаете прекрасно, что завод несколько лет назад попал в очень сложную экономическую ситуацию. И благодаря поддержке правительства Республики Башкортостан, Ростеха, сейчас долги все консолидированы. Это позволяет нам спокойно работать, не думая о том, что нам каждый месяц надо платить какие-то бешеные кредиты и проценты. А вот это вот комбайн, который накатывает резьбу. То есть я говорю, есть вот современное оборудование, то есть программа прямо сразу с компьютера. Вот тот болт с высадки, а вот накатка. За один проход то же самое, около 80 идет накатка, соответственно, 100% качество. У нас есть еще сортировочные машины, которые 100% в автоматическом режиме проверяют. Как настроение? Нормально, да? Давно работаете здесь? 10 лет 10 лет. Зарплату платят? платим. Но немножко есть? Хватает? Хватает. Сами из Белебея или откуда? Тебе? Нет. Не тяжело? Нормально. Несколько лет назад была проведена очень большая работа, когда покупили вот эти современные немецкие термоагрегаты. Управление опять идет через компьютер. То есть исключать человеческий фактор. Надо просто ввести в программу. Цементация, закалка, объемный отпуск. И все это машина делает сама. Вот посмотрите. То есть вся цифрограмма видна, где какая идет. Если какая-то ошибка, она сразу высвечивается. Мы на прошлой неделе на конференции поставщиков в онлайне с АвтоВАЗа получили номинацию лучшего поставщика АвтоВАЗа за 2019 год. Я думаю, что это АвтоВАЗ по качеству относится сейчас очень серьезно. Поэтому это еще раз показывает, на какой серьезный завод вы приехали и решили провести промышленный час. Я еще раз за это вам благодарен. 3 года, 2 назад с главой переживали за предприятие. Переживали, там его штормило довольно сильно. Да. 2 года назад сколько здесь работало? По-моему, 3000 где-то. Да, около 3000 ударов. То есть предприятие численность сохранило, а объемы нарастило. И даже в условиях пандемии мы смогли ее нормально перейти. То есть снижение некоторых объемов было, но все равно на этот год мы выходим с прибылью. Я немножко волнуюсь, извините, Ради Фаридович. Я вот то, что сейчас мы бегу пробежали, я вам показал не больше 20%. Но я хотел бы подчеркнуть, что завод себя видит в развитии вместе с республикой, со страной. Направление дорожного крепежа, направление авиационного крепежа. Ну, в Уфе есть очень сильные предприятия УМПО. И вот это глобальная программа, которая, может быть, могла бы нам помочь. Я знаю, что
вот в кластере авиационного крепежа есть программа о том, что избавляться от непрофильных активов. В каждом заводе есть участки по крепежу. Но если это была какая-то государственная программа бы, то мы готовы были бы здесь, сказать, очень в нее влиться. Потому что Белзан это все-таки одно из самых крупных предприятий в стране по производству крепежа. У нас колоссальный опыт накопился. И мы готовы дальше его развивать. Мы действительно находимся сейчас на Белзане. Мы здесь, на этой территории, еще провели заседание промышленного часа, где обсудили в целом развитие промышленности республики. По Белзану о чем мы договорились? Ну, первое, что радует, что сейчас руководство компании и руководство предприятия задумалось о дальнейшем развитии предприятия. Вот буквально 2 года назад предприятие очень сильно штормило, и мы вместе с главой города очень переживали, что произойдет, и пытались помочь им. Вот сейчас предприятие стабилизировано, оно работает, оно выходит на прибыль. 2800 с лишним человек работает, и средняя зарплата потихонечку растет, за это спасибо. Но еще раз говорю, что любое предприятие, которое сейчас есть, оно выживет только если будет думать о будущем. Вот сегодня мы обсудили необходимости развития, формирования инвестиционного проекта. Это идея самого предприятия. Они хотят уже после того, как они являются, скажем, одним из самых давних поставщиков необходимых изделий для автомобилестроения, они сейчас уже посматривают на поставку определенных изделий в своем сегменте для авиастроения. Это, конечно, более высокие требования, более высокое качество и более высокий вообще в целом статус. Поэтому мы договорились, что они подготовят инвестиционный проект, мы его обсудим на инвестчасе и в том числе обсудим на заседании рабочей группы, которую мы проведем в рамках нашей постоянно действующей рабочей группы Ростеха, потому что Белзан находится, скажем, в периметре Ростеха, потому что базовые решения все равно там принимать. Ряд частных вопросов обсудили, они не столь важны. Но вот я подчеркиваю, что самое главное, что предприятие хочет само развиваться. А мы именно поддерживаем те предприятия, которые проявляют инициативу, идут вперед, а мы им просто плечо подставляем. Спасибо большое. Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Белебеевскому району. И мы отправляемся в рабочий поселок Приютово, в одну из дворовых территорий по улице Магистральной. Ну что, как настроение у вас здесь? Настроение рабочее, потому что до сих пор работы завершаем, парк мы вам покажем. Вот в этом году это 4-й, получается, год мы работаем по программе. Сначала было формирование современной городской сети, Башкирский дворик. Вот сделан 4 дома у нас, здесь более 7 миллионов рублей. Значит, здесь парковки, проезды, новые тротуары. А там в следующем году? Там уже следующий, там уже более-менее это было. И жители сами тротуары были сделаны с управляющей компанией. Да. Детская площадка, резиновые покрытия. Там, значит, у нас зона отдыха, беседка для... это тоже входит, да? Это тоже, входит. Вот это получается. Да. Вот жители довольны, знаете, что говорят? Вы, говорят, делайте, наконец-то, дойдите и до нас, до наших всех дворов, поэтому... А ремонт подъездов здесь не делали? Ремонт подъездов здесь не делали, да. Но в каком состоянии? Нормально? Здесь управляющая компания сама делала, здесь, да. То есть нормально, да? Да, а вот уже этот ремонт подъездов уже делаем там, где двухэтажки, 57-х годов, там, где уже стоят. С людьми согласовывали, да, как это должно быть? Они, то есть это, да? Да. Все, тут вы закончили, разметку сделали, все сделали. Да, это мы еще 31 августа. Хорошо. Сколько у вас дворов примерно? 77 дворов получается, но комплексные уже 9 сделано. 9, да? Но они же тоже будут, по 2 будете делать. Вот вам где-то лет 4-6 лет делать надо будет. Если мы по 10 миллионов будем давать, все дворы наведете порядок. А по программе подъездного ремонта делали что-нибудь? В этом году делали, мы даже на конкурс выставляли, потому что наш местный, получается, подрядчик даже рисовали картину. Тут с инженерией все нормально? По домам? Тепло, вода, все нормально? Мы сначала перед комплексным благоустройством смотрим сначала, как теплоэнерго пройдет, а потом только идем мы, чтобы у нас не было аварийных работ на новом благоустроенном дворе. Поэтому за теплоэнерго. Хорошо. А людям довели эту нашу программу? Люди знают, вы им рассказали, что есть дорожная карта у нас, чтобы там люди понимали.
А школы, садики как у вас? Так, у нас вот 3 школы с филиалом одним, 7 садиков. Потом у нас бюджетная сфера здравоохранения. В одну смену работают школы? Ну, сейчас, правда, А сколько самая большая школа? у нас самая большая школа это 7-я школа. Сколько там? Ну, 700. Стомат-кабинет там сделали или нет? Вот по программе. Нет, ничего. Вот сделайте поручение Забелину в стоматологической. Какая школа это? 7-я. В 7-й школе. В Белебееве сколько? 2 школы или одна? Вот, Где стоматолог-кабинет? Да. Один. От Башкирской гимназии мы сделали. Башкирский гимназия. Вот сюда давайте. Все-таки тут 20 тысяч проживает. По нашей программе, вот по школьной стоматологии. Ага. Хорошо. Ладно, поехали тогда дальше, да? В рабочем поселке Приютово Белебеевского района Башкортостана есть единственный парк – парк Славы. Его создали в середине 60-х годов, причем жители были очень активны в процессе строительства. Но с тех пор ни аллеи, ни дорожки капитально ни разу не ремонтировали. И только в 2019 году ситуация радикально поменялась. Реконструкцию парка начали в рамках программы формирования комфортной городской среды к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава Башкортостана Ради Хабиров в парке Славы в Приютово. У нас жителями были приобретены пушки, сделали постаменты, получается, под пушки. Здесь заасфальтировали, получается, вот такой треугольник мемориальной зоны. Далее обновили, заново сделали мемориальную группу. И потом вот жители объединились, да, поставили вот все вот эти вот памятники детям войны, чернобыльцам. Здесь рода войск уже подтянулись, афганцы там. Да, это интересно, да, моряки, Да, моряки. Вот пограничники. Да, и Это мы вот здесь вот все проводим, да. планы по развитию есть у нас Да, здесь? да, есть, ага. Прошу вас. У нас совет ветеранов очень активный. И мы вот сначала у нас была вот это вот список, да, а уже мы вот по сегодняшний день вот список всех ввели, тех, кто умер у нас, это Великая Отечественная война. Далее у нас вот продолжилось, получается, в этом году уже формирование современной городской среды. В мае нам выделили деньги, в мае. Сколько сюда выделили? Сюда выделили 11 миллионов 600 тысяч. Вот мы в сентябре 18-го заключили контракт. Значит, вот у нас была закрыта... В сентябре какого? Этого года. Вот 2 месяца только работаем, да. Это вот это сделали? Да. Значит, здесь была закрыта танцевальная площадка. Мы поставили, отремонтировали сцену, поставили вот эти все скамейки. Здесь вот эту вот зону отдыха заасфальтировали. Детская площадка, спортивная площадка, воркаут, значит, тротуар и, получается, освещение. Видеокамеры тоже есть у нас. Как бы вот дальше нужно продолжать, но работы еще не завершены, не закрыты. Тепло как подача? Одна котельная? Да, одна большая котельная. Одна большая. Нормально, без сбоев работает, все нормально. Капитальный ремонт каждый год утверждается, капитальный ремонт делается, и опять, вот как я сказала, мы потом за ними. И ремонтируем дороги, так, чтобы мы не вскрывать потом. Вот здесь была вот такая чаща. Кустарников очень много. А там речка, что ли? Вот Там слепушка, да, там вот зона лесополоса, вот и мы хотели сделать там, как вот наши ветераны, пенсионеры говорят, ходить скандинавской ходьбой, велодорожку там, вот, и которая была бы потом уже лыжней вот, с освещением, вот это вот дальнейшие планы. То есть завершение всех работ. Да, наши жители собрались. Как поживаете? Нормально. Живы-здоровы. Зиму нам привезли. Серьезно, не было, да? Не было, да, сегодня. Я просто что хотел сказать, вот, чтобы вы тоже понимали, как-то Приютово немножко в стороне, и мы Белебею много помогаем, и сейчас и предприятий больших 2 строим там. Вот, чтобы вы тоже понимали, мы приняли отдельную программу по развитию Приютова. Тут есть определенные проблемы, их решаем.
Ну, вот уже немножко начали. На следующий год там по медицине поработаем. Значит, деньги заложены, да. Приведем капитально вашу больницу в порядок, чтобы было. И по врачам надо поработать. Значит, но продолжим вот во дворах порядок наводить ваших. Вот где-то за 4-5 лет, чтобы везде было идеально. По дороге посмотрим. По рабочим местам, ну, я так понимаю, что все понятно, где ВЛПУ и Роснефть, наверное, работают, так как? В основном, да, это В основном так. нефтяная. Нефтяные, получается, да. Тут, Специалисты и да. Я главе говорил, давайте какие-то малые предприятия открывать. Он говорит, что-то не очень идет, да? Ну, пробовали же, да, особо люди не хотят. Там надо уровень зарплаты повыше все-таки ставить, чем у сервисников. Мы там приняли решение, там вахтовики, если начинают опять у нас немножко болеть, вы за них не переживайте. Всех наших мы соберем. Пока мы ведем переговоры, значит, с компаниями, где работают, не говорят нам точную цифру, но я боюсь, что цифра большая будет. Поэтому мы сейчас начинаем готовить больницы. Они так крепкие мужики в основном. Тяжело не болеют, но болезнь такая коварная. Поэтому за ваших родных, близких в этой части не переживайте. Ради Фаридович, вот у нас в дорожной программе, которую вы утвердили, там есть развитие легкой промышленности. Вот со Сатартвершем мы уже много говорили. Мы хотели создать здесь буквально в этом году швейный цех, правильно? Но руководитель швейного цеха, ну, она уже в возрасте, она бывший мастер швейной фабрики Октябрьск, которая здесь была. Там мы уже с швейпромом договорились. И станки нашли, и все. Уже швей нашли человек 20. Уже бюро занятости Белебей готово за счет бюджета все уже обучить. Но под конец уже, когда уже торги начались, она что-то почувствовала себя плохо, пенсионер когда отказалась. Вот нам бы все-таки, не можем мы все-таки именно среди частников найти таких людей. А нельзя все-таки сказать вот для приюта, давайте, Ишимбайская трикотажная фабрика, швей готовые, или Учелинский лин. Вот сейчас же легкая промышленность развивается. Может быть, открыть здесь чей-то филиал все-таки. Ну, я с ишимбайцами поговорю, но Да. вот в этом большая беда. Я говорю, мы что для вас можем? Мы можем из бюджета деньги давать, мы можем какие-то меры поддержки, а за вас работать мы не сможем. Нет, Вот в чем работать, беда, и да. заказы есть, мы уже узнали. Я Все с понимаю. Туманом. Да И нет, рабочие конечно, есть. есть. Даже с Белебея готовы некоторые ехать. Нет, А мы здесь же, смотрите, сейчас Да. легкой промышленности, чтобы понимали, мы же и на станки даем деньги, Да-да. и на закупку материала, из которого шьют, даем дотации. Если бы вы были, министр, здесь прям вот в течение там 2 месяцев получили изучали. бы деньги. Швейные там минимум, швейная машинка производства строит 30 тысяч, которая уже закройки делает чуть ли не 1,5, там, ну, очень дорого, 300 тысяч, что такое. То есть даже для начала. А потом, когда уже коммерсант купит, помещение потом есть? только устроит. Помещение найдем, здесь хватает у нас Есть, помещений, да. найдем. Короче, отрабатывают по мерам поддержки. Все Ну, то вроде есть, шло. И потом Включить это в дорожную карту, пусть там закрепится. есть Оно, нет, оно есть в этом. Дорожная да. карта есть, Да. именно Ну, всё. развитие легкой Да, промышленности. все, договорились. Филиал Договорились. чей-то, да. Мы попросим. Там, кстати, этого проще сделать. У нас есть крупный производитель Цукерман. Он там шьет, кстати, одежду и для Роснефти шьет и так далее. Его попросим. Мы так обрадовались, когда все-таки вы вернулись к нам, все остальное. И сегодня спасибо, то, что все-таки программа поддержки идет, вот то, что развивается парк, федеральная программа. Спасибо, что вот роддом рыли, все-таки вы помогли. Спасибо, это хорошее дело. Ну, Мы роддом сейчас ждали уже всё-таки. рядышком, да? Да. И парк делается. И вот у нас последнее. Спасибо, дорожную карту утвердили, наконец-то. Вот, спасибо. Стадион включили, реконструкцию, правильно? Но там буквально, вот сейчас можете посмотреть, все включили туда. И хоккейная площадка, и футбольное новое поле, и беговую дорожку. Но там нет этого административно-бытового здания. Не надо там трехэтажного, надо одноэтажное здание. Это вот 15-40 лет вагончиком. Все это осталось. мы же еще проектировать не начали. Нет, я понял, что Сейчас на сегодняшнем этапе... мы сядем, Да. определимся. Давайте что будем там делать. вы решите. Нет, я просто- Она там же написано попала. 80 миллионов. Смотрите, нефтяник, по-моему, называется, да? у вас? Да. Он же попал в дорожную карту. Ну все, значит, Ну не хватит этих денег. я понял, добавим. Да. Просто нет, реконструкцию сдадим, Олег Владимирович, пригласим вас. Но как мы его сдадим с надворным туалетом и с этими вагончиками? Не, конечно, Это лучше вообще- сразу сделать. Надо делать-то сразу. Пусть проект сразу будет. Может быть, первый, второй очередь будет. В больнице врачи есть? Здесь вот земский скажите? доктор же нам удачно удается. Поселок вроде городское Ну, то поселение. есть там терапевт, педиатр есть у вас, да? То есть, ну, самые такие простые люди, человек поймут. Ну, более сложные, понятно, мы раскидываем уже тут. Автобус нормально ходит? Да. То есть уехать не проблема, все. Но я не знаю, я почему запереживал о Приютово. Я-то был в Приютово где-то 2005-2004 годы, в те годы. Так немножко, ну,
красиво сейчас, довольно. Тут добавить немножко энергии, добавить. Спасибо С большое. других Да. регионов приезжают, с Москвы приезжают. Ну, вот я буквально сам возил родственников, небольшой экскурс сделал. Видно, говорит, что у вас поселок такой добрый, красивый, ухоженный. Прям вот, ну, спасибо вам за Знаете, поддержку. что я еще предлагаю? Вот эти дома, столько, давайте в дорожную карту добавим. Не обещаю 21-22, но к 2024 году вот фасады надо сделать этих домов. Крыши, я вижу, вот здесь подлатали, здесь, видимо, идет. Так, фасады надо сделать, веселее будет вам сразу. Ладно, по фасадам посчитайте, сколько дом будет. И вот я думаю, вот это, если план сделаем, будет хорошо. А так красиво, Да. уютно будет. Да. Вот план мы вот такой сделаем. Ладно. Александр, спасибо. Летом Доброго вам приезжайте. здоровья. Летом Спасибо. приезжайте. Летом Берегите. приезжайте. Приеду, спасибо. Ну и на дороге Сазат Беш немножко добавите. Да, говорю. Хорошо. Это вот у нас также стадион, про которого Наиль Галяскарович говорил, Такой же, как, в принципе, в Белебее. 80-го года. Да. Здесь проводим все массовые мероприятия. Вот «Газпром» площадку поставил. Надо сделать. Сделать обязательно здание. Переодеться даже элементарно. Рахмат Келегазович. Ну, блайнсек, халак, мисекманда. Ну, знаете, очень активный совет ветеранов, да, поэтому у нас в совете и депутатов ветераны, да, поэтому вот какие-то вопросы есть, садимся за круглый стол, обсуждаем, да. Ну, давайте, вот я говорю, мы вам все-таки, это мы буквально по 3-4 городам мы сделали такую программу отдельную, вот, для того, чтобы подтянуть немножко. Поэтому вот таким образом. Спасибо большое за выделяемые деньги. Спасибо большое. Мы для ряда наших городов и сел разработали отдельную программу, там, где чувствуем, что чуть энергии больше надо дать. Вот мы, в частности, для Блавецка такую историю сделали. И вот где нужно чуть больше энергии, чуть больше помощи. Здесь такая, здесь Приютово разные времена переживала, да, связанная все-таки это чисто нефтяная история. Но сейчас и людям есть где поработать. Тут, понятно, многие ребята ездят на вахту, вот, пока молодые зарабатывают. Вот. Неплохие зарплаты вообще, поэтому надо было порядок навести там, в комфортной среде, в окружающей среде. Порядок медицины надо навести. В следующем году мы здесь капремонт больницы большой сделаем, полностью ее переначим. Поэтому все понятно. Вот сейчас вот тоже с людьми поговорили, они попросили кое-что добавить. Добавим, и будет все хорошо.